У Татьяны Туркиной поварской стаж больше 25 лет. Открыть свое дело, связанное с профессиональной деятельностью, называет мечтой всей жизни, которая в этом году сбылась. Хотя история начиналась вовсе не радужно. 2 года назад Татьяна осталась без работы. В Центре занятости подсказали про национальный проект «Старшее поколение». С помощью него можно получить финансовую помощь на открытие собственного дела. И сейчас мы видим результат. Стоит в самом центре села. В кулинарии не только всегда свежая выпечка, а еще холодные закуски, коктейли и много чего другого. Изучала японскую кухню, делаю роллы, суши, салаты японские. В общем, коми-кухня, русская кухня, что-то там из других, адыгейских. Всего по чуть-чуть. Но сначала необходимо было освоить азы предпринимательской деятельности. Обучение прошло в Сыктывкаре летом 19-го. В сентябре Татьяна защитила бизнес-план, а в феврале этого года уже распахнула двери для первых покупателей. Но я прихожу сюда каждый день. И обязательно часов в 9, полдесятого, иначе все через час разберут. Конечно, все очень вкусно, все очень свежее. Часто консультируемся с Танечкой по поводу рецептов. Особенно пенсионеры, они вот постоянно ходят сюда. Да и проезжие. Зашел человек, попил кофе, попил коктейльку. Я тоже часто очень сюда хожу. Она сейчас, у меня был день рождения, она мне такой торт забацала. Кулинария запросто может организовать праздничный стол на вынос. Для этого есть и упаковочные материалы, и транспорт для доставки. К слову, всего в качестве материальной поддержки от государства предприятие получило 96 тысяч. Ушли на ремонт и оборудование. Закупать пришлось все с нуля. Холодильники, столы, печи, плиты, ванны. В общем, все. Во-первых, помещение, ремонт нужен был капитальный. Это помещение площадью 60 квадратных метров начинающему индивидуальному предпринимателю предоставила администрация района. Помещения были предоставлены в аренду, но в связи с тем, что у нас сейчас пандемия, у нас идет 100% освобождение от арендной платы, поэтому предприниматель сегодня, в принципе, есть возможность у него развиваться. Комиссия Центра занятости сочла, что у кулинарии есть будущее, так как Усть-Вым – старинное село. Есть туристические маршруты. Учли и серьезный опыт Татьяны Туркиной. Вообще, поддержку безработным в организации собственного дела в районе оказывают с 2009 года. Выбирают наиболее жизнеспособные бизнес-проекты. Люди, которым помогла служба занятости, мы ежедневно встречаем их на улице и очень рады, что у этих людей все хорошо. Мы сейчас приезжали, когда заезжали в Усть-Вым, видели строящийся коровник. И было отрадно видеть, что изначально в 2011 году мы тоже безработной предоставили финансовую поддержку на открытие КФХ. И оно до сих пор не то что не закрыто, оно у нас сегодня одно из самых лучших в районе. В будущем вполне возможно, в селе появится и банкетный зал. Пока что отмечать большие праздники тут негде. Поэтому местные активно подталкивают их любимого повара на следующий шаг в своем вкусном бизнесе. И уже представляют, как будут громко справлять юбилеи и свадьбы. Анна Зубарева, Павел Фетисов, Юрган, Усть-Вымский район.